Ребята, разбираем дальше шаттла. Выдовый шаттл — это что-то с чем-то. Это вам не передний привод вытащить. Вот у него раздаточная часть. Она очень неудобная, вытаскивать коробку вот таким способом. На подъемнике базара нет. Но вот таким вот способом это, конечно, жесть. Но мы вытащили. Сейчас Пашка открутит сейчас сцепу. Выбьем сцепу, посмотрим. Ну, слушай. О, слышишь? Да. Иди сюда. Шелест какой. Не шелест, а скрип аж. Нормально, что еще походит? Не, вот сейчас вот было. Гудит чуть-чуть, правда? Когда вот чуть-чуть. Вот, слышишь? Но. Вот нормально. это вот шелест. Нормальный такой подшипник это. Так что нормально. Сейчас буду смотреть его. Он сухой явно. 100%. Ну так он не горел, в принципе. Все нормально. А сальник, ты говоришь, какой бежал? Вот этот целый сальник. Вот этот сальник целый летает, а этот мокрый вообще весь. А Вот, видишь, этот мокрый, да. бежал. Вот этот сальник надо менять. А вот привод, смотри, вот он привод. Вот отсюда привод. Угу. Видишь, он какой масло. Он весь в масле, ну. Да, он подцикивал. Надо вот этот сальник. Пары поменять. Сальник надо менять, сальники. Ага. Ну да, лучше пару. Пары. Пока снято, по паре поменять и все. Согласен. Так, там десятки, 3 десятки, надо знать. Хотя вот эту сторону, в принципе, вот эту сложно. Вот эту сложно. Да. Вот эту вот полегче. Но лучше пока она снята. Ну да, согласен. Надо, короче, сальники клиенту, чтобы он заказывал. У нас пацаны разбирают шаттла. У нас обслуживание. Выдовый шаттл приехал к нам на коробочку. Сейчас мы снимем сцепление, обслужим. Как-то так. Привода уже стянули, да? Че, балку уже тоже, да? Да все уже снято. Коробку открутить. Осталось коробку открутить. А она, сука, не откручивается. А чё? Там болт натянутый. А, Не идет. ну я думаю, что победите, наверное. Куда вы денетесь-то? Отпилим нахуй. Открутили сцепление. Так, здесь тоже сальник коренной бежит. Подцикивает, в общем. Так что вот этот сальник, который идет на первичный вал, тоже надо будет менять. Гудит пиздец. Все в масле было. Гудит, да? Ну да, гудит. Но он сухой. Сейчас еще будем состояние его не смотреть. Может там вообще пиздос. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, у нас такой был. Шум не сильный, но есть. Да, шум дикий, ага. Посмотрим сейчас, какое состояние подшипника. Сейчас, знаешь что? Снимаю вот это вот колечко. Ага. А потом я помогу. Вот, сняли подшипник мы. Тут еще более-менее смазка была. Ну, грязная, уже все выработалось. А этот подшипник вообще весь сухой. Вот этот вообще весь сухой. Короче, вовремя, в принципе. Он только-только начал сушиться совсем. Высыхать вообще до талого. А там он сколько песка и грязи. Сейчас все помоем, обслужим. Вонючая такая она, да? Да, нормально пахнет, кстати. Вкусно, кстати, да? Приятно пахнет. Ну, а у них до этого был такой вообще запах, вообще бесит аж. Как парфюмерия, короче. А этот прям ништяково сделали. Сейчас все помоем. Да тут осталось нам все подготовить по сальнике на это вот и Ты вон все. даже отдыхаешь? Завтра? Ван. Я? Да. Ну да, я Всё, с цвет, Борей видишь? встречусь, но я позвонишь, да и все. Надо Пашка воткнул новый сальничек. Все по красоте, аккуратненько, все заподлицо, вот как надо. Сейчас сюда привод оденется, ничего бежать не будет. Все. Теперь второй сейчас сделают. Ну что надо сделать? Второй сальник вытащили. Даже, слушай, его почти не нарушил. Ну вот тут немножко подзамял и все.
Ну. Так, Висковский, Неси тряпочку. Так, я пока внутренний, давай вот найду. Он вообще вот этот не бежал, но решили поменять уже, что, новый поставить. Он уже дубовый, он уже такой. Он побежит все равно рано или поздно. Резина уже такая себе. Так что все, Сальник Даноковский стоит. раз мы достали уже коробку, все по красоте сделаем сейчас. Что я? Сальники Даноковские, блядь. Как и на Тойоте, как и на Mitsubishi. Что за ноковский? Фирма Нок? Да, это не Honda, это Нок делает. Мне сейчас надо поехать, будет еще таких сальников еще взять, потому что если мы будем коробками заниматься, мы потом замучаемся их искать. Пока они есть, надо купить их, Закажи. да? Они стоят, блядь, себестоимость, если без эмблемы Honda, вот этот Нок. Получится. Почти вогнал. Сейчас ты его чуть-чуть добьешь и все, да? Да. Ты чуть-чуть туда его мажешь, да, место? Ты... Конечно. Ну. Чуть-чуть подмазываю. Вот такие оправки у нас есть специальные. О, спец как работает. А так вообще сальники эти бывают, что и ломают, косячат. Еще надо. Сильно не перегоняй, братан. Не перегонишь. Не перегонишь. А вон перегнали же в японцы. Это японцы. Не, что-то ты его пересадил, нет? Все четко. А, нормально, Мне нормально. чуть-чуть надо. Нормально. Знаешь, почему не перегоню? М. Вот эта часть, она больше коробки. А, Ты его глубже она посадишь. чисто, да, короче, садится? Ну. Она вровень. Сейчас все забьет. Все. Видишь, уже пошел. Все, по металлу, да? Да, все. Ну все, четенько. Все. Вот такая у нас оправка. На 60 миллиметров. 60 миллиметров. Да, набор, получается, Масумовский брал. И не надо ничего там придумывать. Че, уже пошел, что ли, сальник? Нихуя себе. Так. Вот здесь подбивай, с этой стороны не будет смотреть. Люк. Фирма Люк. А вот у него редуктор. Ну этот, Трансфер. трансфер, да? Ну раздатка, грубо говоря. На ВД. Прикольную тему замутили они все-таки, да? Ну, как бы говно говном, конечно, но прикольно сделали. Все равно. Продумали они ее нормально так-то. Вид ее Это неполноценный полный привод. Да? А в чем его минус, как думаешь? У него же дифференциал стоит. Он по сути как переднеприводная машина, просто сюда раздается через дифференциал назад. Машина уходит. Ну. А, зачем тебе такое? Вот с этой стороны. Давай будете подсказывать. Не, это все Я делаю. вижу, просто вот это вот. Где тут? Вот здесь подбей. Почти загнался. Маленечко кривовасто он стал. Нет, не очень. Сверху чуть-чуть еще его. Почти. Надо подбить чуть-чуть. Давай. Почти. Почти Сверху все. всё. Почти. Ну еще давай. Вот здесь вот чуть-чуть. Да. Еще чуть-чуть. Потихоньку. Уже его не перегони, главное. Не перегоню. Она больше размером. Она внутрь не заходит. Все, Всё. четенько. Чётко, ага. Красавчик. Так? Нету нахуй такого шага. Понял, да? Да ты чё? Да. Тут даже шагометр есть. Да я на глаз вижу. А знаешь, что на глаз? Я же токарь по образованию. Да ты чё? Да. Что-то токарник покупаем тогда? Хочу себе в гараж купить. Подожди, вот это что у нас? Ой, шаг. Вот он,
12.95. Вот она. Давай сюда в тиски зажмем. Да? Давай. Надо этот убрать. Не, под- уберу. Ну. На 25 на сколько? На 12. Ага, есть. Все, пойдем. Смазали подшипник, он уже такой тугенький стал, четенький. Вот. Видели, да, до этого, как он крутился? Я его вот так раскручивал, а сейчас он уже все. Он уже тугенький стал. Все. Вот такой подшипник походит. Четенько. Продлили жизнь. Ребята, всем привет. Сегодня у нас вот такой вот филдер. Приехал на Рождество. На полное техническое обслуживание. Здесь будет почищен система EGR, дроссельная заслонка, антифриз будем менять, свечки купил, будем ставить, свечки будем ставить вот такие вот, Iridium TT, линейка Denso, оригинальный. Вот. Ну и в принципе, что еще? Ну все в принципе на этом. Такая будет сейчас проделана работа. Подарок на Новый год, на Рождество. Такой вот GTC-шный наборчик. Классные трещотки, классный инструмент на самом деле. Собрали мы фитён этого, то есть шаттла, фитёнка говорю. Шаттла собрали. Все. Идет у нас процесс калибровочки. Машина на колесе. В принципе вся. Все собрано. Все аккуратненько. Актуаторы работают. Все чики-пики. Машина, конечно. Все под капотку надо мыть, по идее. Вся грязная. Шаттл. Гибрид. Чистил EGR-чик на этой машине. Вот пошло испарение. Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обслуживании вот такой вот шаттлец. Красавчик. 2015 года. Гибрид. Вот обслуживаем роботизированную коробку. Меняем все масла. Залили ДВшку. Сейчас калибровки все пройдет. То есть тачка вся обслуженная. Масло свежее в двигателе. Все как бы ровно по техничке. Делать в принципе нечего. Вот человек даже стойки, да, недавно сделали все. Вот. Ну вот так вот такой автомобиль. И хочу сказать, что этот автомобиль продается. Цена егошняя 1 150 000. Резина новая практически. Вот она. Ну если что, да, там сторгуетесь. Вот резина хорошая стоит на нем. Ну, гаформовская резина, китайская, но она новая, хорошая. Вот это хорошая резина, гаформовская, между прочим. Ее очень хорошо хвалят, да. Тачка, в принципе, вся в родне, на первый взгляд. Но я толщиком ее не мерил, конечно. Там уже кто будет покупать, сами привезете толщик, да поверите. А так, в принципе, машина. Человек пожилой продает, ездит аккуратно. Не молодой. Это у нас молодые гоняют, как бы. Машины рвут. А тут вся вот она аккуратненькая. Все обшивки аккуратные. Вы не курите, да? Нет. Не курите. Вот, человек не курит даже. Потолок весь ровный. В общем, сейчас мы машинку обслужим. Калибровки сделаем, выкатим. И покажем вам, что это за автомобиль вообще в целом. Кому надо шаттла, берите. Это я скажу, что хороший экземпляр в принципе. Потому что сколько приезжает машин в сервис. Очень печальные есть машинки. А вот этот экземпляр, прям видно по нему, что он хороший. Я как сервисник вам скажу, что в принципе машина нормальная. Такие вот дела. Ну вот, ребята, откалибровали заслоночку. Сейчас стоит, обучается на холостом ходу. Сейчас будем робота калибровать. Такой вот автомобильчик.
В общем, пробег у автомобиля 15 год. Пробег у автомобиля 147 539 километров. Ни одной ошибочки по компьютеру нету. Здесь все чистенько, аккуратненько, в принципе. Машинка вот такая вся. Ну, комплектация обычная. Нету у него этого мультируля, да. И, в принципе, она простенькая. Адаптивного ничего нету. Обычная машина, как бы, и все. Ну, комплектация у него нормальная. Ну, в смысле, не комплектация, а состояние. Состояние. Коврики, все. Так вот, все свеженькое. Никаких косяков особых нету. Багажничек. Багажничек вот такой. Здесь тоже все чистенько. Короче, надо смотреть. Кто будет заинтересован, покупайте. Выложу на канал. Номер телефона хозяина. Как бы созванивайтесь, смотрите. Вот такой вот автомобиль на продажу. Кстати, лобовые стекла, вот все новенькое. Тоже отдает. А комплекта резины больше нету, да? Ну вот, человек Саныч продает. Если что, звоните, вот он хозяин. Дворники снял на зиму, да? Ну, чтобы этот... Ну, стекло нормальное. Нет, тачка вообще хорошая. Я думаю, кто купит, не пожалеет. Такой шатлец. Сделал я сегодня калибровки все. Масла поменяли. Тормозные жидкостя. Четкий аппарат. На продаже, ребята. 1 150 000. Покупайте. Вот. А так, в принципе. Ну что, Саныч, прокатишься, посмотрим. Скажешь свое мнение, как лучше едет. Лучше или хуже? Сейчас человек скажет вам, лучше машина поехала или нет. Туда, вот в ту сторону сразу. И обратно. Да, в сервис. Я на нее сел-то первый раз, блядь, как ее заводить? Чего ее заводить, блядь? Этот говорит, ты, Саныч, нажимай 3 раза, блядь, да ёб твою. Зачем 3? Один раз нажал и второй раз с тормозом, все. С ручника снял? Снял. Ага. Аккуратно, там машины едут. Да, я вижу. Там еще одна. Так она хорошая машина, конечно. У меня тачка четкая, ага. Давай. А вон он. Крузак. Ага. Так. Ага. По-другому? Да, резвость у нее какая-то появилась. Летит как птица, блядь. Чуть нажал, 80 уже. Да. И ты не чувствуешь, что он переключил уже на 4-ю передачу. Скоростям не привык, я. Короче, вот у них получается, если машина не откалиброванная, ты все чувствуешь, как она пинаться начинает. Она переключение ступеней. Все, А тут ты сейчас не ощущаешь, как она едет. Нет такого. А там было как будто скорость переключаешь. Да. А еще какое масло было, вообще пипец. Масло черное было. Ну, За тачку не ухаживали, в принципе, как бы. Ну как не ухаживали. Видать, масло не поменял он. я его Ездил. спрашиваю, что такое калибровка, он говорит, а я тоже. Особо не знает, да? Особо не Ну а так-то тачка, вот, смотрите. Вся не пошарпанная, ни прокуров, ничего нету вообще. Нормальная машина. Вон здесь вот сейчас развернешься. понял. Вот сколько у тебя ты заливаешь бак бензина, насколько хватает? Надолго? Слушай, я намного что-то. Я же езжу мало на ней. А, В основном на государственной. Ну я вот до Нового года залил 30 числа. Вот у меня вот, смотри. до сих пор, да? Я не заливал. Почти полный Я бак. сегодня при тебе говорил, разговаривал с мужиком, говорит, у меня на завтра оставь бензин, если что, я залью. Ну. Вообще, Ну прикольно. под Наташкой стоит и Ну и теплая она у тебя, да? как бы да,
Все обдует, хорошо. А ничего, без щелей, ничего таких нет. Ну, все нормально, жизнь чувствуется. А то она как будто обороты это. Подпинывал. Да. Первую, вторую, как вот берет. Ну, так она, ничего. Машинка. Вот ребята возобновили работу сервиса в праздники. Ну, мы и в праздники работали, у нас шаттл был на обслуживании. Вот, снимали тоже выжимной, поставили, промазали его. Сегодня будем клиенту отдавать его. Вот. На испытание, так сказать. Через неделю должен приехать в сервис. Сейчас должен прокатиться на ней, все нормально поездить. Через неделю должен в сервис приехать, мы еще раз осмотр будем делать. Все ли нормально, нигде ничего не побежало. Вот. Подшипник должен притереться. Так, где у нас поворот? Дальше. Дальше. Скажу. А так-то, видишь, как летит. Ну, она на раз уже и сотка почти. Но. Нормальный шатлец, ухоженный. Так, где-то Вот здесь тормози маленько сейчас вот. Здесь, ага. Оп. Все, завели книжку человеку. Сейчас все записали, все по пробегам. Ну все, денежку мобильным или не, я тебе наличка. наличка. Все. Все приготовил. Все, Саныч, давай. Все. Но сейчас. Доброго, спасибо. Сервис хороший. Вот, сейчас в описании закинем твой номер. Мгм. Ребята пусть обращаются, кому надо машинку твою, без проблем. И вот так, ребята, если что, в принципе, будем помогать, кто хочет машинку продать. Если в нормальном состоянии, реально, не плохая машина, реально, то у нас видео вот такие будут выходить. Если будет машина уже, конечно, не очень хорошем Ну да. состоянии, ну, нам репутация не нужна такая плохая. Как бы вот, ребята, нормальный реально аппарат. В принципе, конечно, любую Хонду надо обслужить по подшипнику. Но здесь, в принципе, сейчас пока он не пинается, не шумит. Да. Все хорошо. Ну ладно, давай. У нас второй шатлец. После, короче, мы его в выходные, в праздничные дни обслуживали подшипник. Сейчас испытания провожу. Машина едет нормально, в принципе. Пробег у нее 145. Вот. Работает, в принципе. Вот есть звучок у нее. У него почему-то проявила себя муфта холостого хода. Начал маленечко подсвистывать. Ну, должен уйти этот звучок. Сейчас посмотрим. Сейчас человеку отдам эту машину на недельку. Ну и как бы так. Смазали его, набили. Этот подшипник, смазка хорошо. Ну, видать, тут все-таки выработка у него была. И это как бы сыграло свою роль. Возможно, звук пройдет. Ну, не пройдет, будем что-то думать. Как бы так. Ну, а так, машина хорошая. Вот у него весь климат-контроль сенсорный. Здесь сейчас на S-ке работает. Сейчас на EV переключил. Отдаем машину клиенту. Хочу вот понять. Я до нее не ездил до этого. Как бы человек знает, как она у него до этого ездила. Может, что-то получше будет, может, что хуже, надо посмотреть, проверить. Сколько она у вас уже лет? Машинка? Год? Ну, год и там 3 месяца. А брали здесь, да, в Якутске? Да? Сразу с Владиком погнали сюда, я забрал. Ага. А сколько вы на ней наездили пробег? Так, у нее было 100 с чем-то, ну где-то 30-35 где-то наездил тысяч. Понятно. Тихо, тихо, аккуратно.
резво. Так, там все бодренько, ага. У него выжим должен, по идее, быть мягче, что ли, когда она на смазке идет. Машины приходят после обслуживания, говорят, лучше ехать начинает. Ну, так что недельку поездите, обязательно в сервис заедьте, чтобы можно было все проверить, посмотреть. Ну, откалибровался нормально он. Вообще с первого раза, да? Ну, не с первого, со второго. Он первый раз бачки актуатора не прокачал, короче. Второй пункт сразу. А потом со второго раза прокачал, нормально стал. Ну. Проверим. Бля, вообще бодренько. Ну, а звучок, может, и уйдет. Должен он притереться. Он сотку идет спокойно вообще. У меня случай, когда так ездил, у меня, по-моему, даже шум был побольше. Был, да, шум? Да. Ну, там подшипник еще этот. Четных, нечетных тоже же гремел. Часто они подмазанные. От них точно шума нету. А этот он просто, он бы, если бы нормальный был бы, без люфтов, без всяких, он бы сейчас бы вообще бы, тишина была бы конкретная. Но люфт есть. А из-за него как бы менять подшипник, ну, добить его уж лучше, пускай он доходит. И что еще доходит, да? Ну, 80 должен отходить, по идее. Вообще здорово. Почему все так медленно ездит? Ну да, ну тут хоть на Хатынке разогнаться все равно можно. Где-нибудь в центре там вообще не разгонишься. Испытания проводить. Или тут до вас заехать еще целая проблема. Ну, Не каждый таксист не хочет. ну да, есть такое, ага. Либо ценник лупят капитальный вообще. 950 с города, короче, нихуя. Так, не выйдет. Ну вот, все выходные делали машину. Все Не, ну праздники. молодцы, вообще здорово. Нет, мне такое чувство, как будто как-то по-другому она стала. В плане лучше. Динамики. Да. О, ничего себе. Звук какой. Вон заднюю потыкайте тоже, так посмотри. Ну да, слушайте, намного тише стало. Я когда так разгонялся, у меня там... А вы на ней прямо вот так ездите, да? Прям жарите ее, да? Да. По идее, конечно, нельзя бы так. Ну, Надо ей немножко поплавнее, что ли. Она не спортивная машина. Как бы ей надо аккуратно так, плавно, размеренно давать газ. Плавно, размеренно. Ну, как обычная машина, штатная, короче. А вы прям динамику любите на Хонде, да? ну приходится, в такси работаю сейчас. Ну. Поэтому... Я, кстати, вот сколько, ну, 1,5 года почти езжу, вообще никаких проблем не было. Ну, только вот подшипник выключается и все. Так, не проехать? Ну, сейчас следующий будет. Следующий, да? Не, ну вообще бодренько Вот следующий, стало. вот он. Вот здесь, вот он. Сейчас проедете. Ну, блядь. Ну, главное, что мы его защитили. Это, от всего этого дела. То, что мы им смазки набили. Это очень хорошо. Он бы еще бы, если бы поработал немножечко, он бы вообще бы вышел из строя бы 100%. Ну да, я уже чувствую, Ну. даже 100 тысяч, по идее, надо менять. Ну. Просто была работа. А тут работа уже и- пробег 145. Ага. Вот. Все, спасибо вам огромное большое. Ну все, если что, через недельку ждем. Приезжает Prius после раскоксовки, который был неделя. Прошла где-то, неделю покатался. Нормально. А, вот так оставляй. Сейчас посмотрим. Вот, ребята, смотрим. Вот второй цилиндр, все сухо. Колпачки все сухенькие.
Человек неделю уже отъездил. Неделю, да, где-то? Километров 200, наверное. Километров 200 отмотал. 50, может. Ну, все сухенько. Ну, Масло на своем уровне как было, так и есть у него. Так что кто говорит, там хейтеры, там кто говорит, там в комментариях пишет, что это все фигня, раскоксовка не помогает. Нормально она все помогает. Машина по-другому едет. Вот такие поршня чистые сейчас. Хон хороший у него, все. Вот смотрим клапанишки. О, идеально чистые. Колпачки поменяли, ничего не бежит. Вот это все видно. Масла нету никакого. Ну и также те цилиндры тоже смотрели. Так что нормально все. Сейчас свечки новые закрутим. Вот, человек купил новые свечи. Уже новые поставим. И все. Этот Prius будет бегать. Так что раскоксовка вещь. Гринол работает. Смотрели Приуса. Свечки поменяли. Все нормально. Масло на уровне. Ну давай, выезжайте. Ребята, на эвакуаторе ко мне приехала Honda. Сейчас будем парковать на ремонт. Человек прилип с выжимным тоже на дороге, на трассе. Сейчас будем разгружаться. О, вот она, да? Honda. Привет, что делаем? Здрасте. Сейчас, короче, его просто спускай. Руками только? Не, зачем? Он же заводной. Заведенный, но вперед надо. Вообще не едет. Вперед попробуй, да. Вперед попробуй. Вперед попробуем, да. Ну давай затолкать, нам надо его передом сюда каким-то образом. Куда вперед, да? Да. Ну он должен, по идее, маленько-то. На электротяге же должен приехать. Или он вообще не заряжается? Электротяги же должен заехать. Или он не заряжает батарейку? Заряжает. Заряжает? Коробка не получилась. Вообще не врубает его. Да? Вперед идет, но задний ход не идет. Ну, давай попробуем сейчас. Сейчас Он попробуем. Он работает же, да? Ага, Ну она закрылась походу или что, я хер. А ключи где? она закрылась? Закрыла? А что она? Ключа нету что ли? Иммобилайзера. О, это пиздос. Короче, ключи в машине оставили. И машина закрылась. А мне ее надо передом загнать. А как он глушил? Вызывайте его. Это, ребят, которые откроют. Давай, 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 давай. Еще, еще. Прямо, прямо. Давай, давай, давай. Давай еще, еще, еще. Еще. Хорош. Еще, чуть-чуть. Еще чуть-чуть, давай. Еще. Еще давай маленько. Хорош. Роняй. Ну ее же сейчас как-то заглушить еще надо нам. Как-то открывать надо, сейчас будем ее открывать. Мы сейчас откроем. Ну, в тепле-то уже разберемся. Не на холоде. О. О, стой, 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 стой! Держи! Блять, что бы такое подэтовать? Но. Сейчас я вторую досточку подложу. Короче, закрылся везель. Сейчас будем вызывать мастера, который вскроет эту машину. Подушка нужна, которая сюда. Он загоняет, короче, подушку вот сюда. Бам-бам-бам. Она заведенная на нейтралке стоит, да? Ага, ага. Так и вот. Коробка так не надо. Заведенная. Ключи внутри забыты. Аккуратно, это тебя возьмем. Подушкой, да? Или как?
Ну, подушку туда ее, Да. сюда, раз ее и все.